Ритуал, который уже вошел в привычку не только у врачей, но и у рукет. Измерить сатурацию, температуру и давление. Женщина сегодня привила второй компонент препарата против ковида. Я первая, которая сегодня вакцинируется в семье. И дальше мои девочки тоже будут вакцинироваться, я уверена в этом. 3 недели назад мне ввели первую вакцину, и сегодня уже ввели вторую. После первой прививки я себя чувствовала нормально, никаких побочных эффектов я не ощущала. Ломота, высокая температура и тошнота. Свое состояние при ковиде Тамара Далакова вспоминает неохотно. Прививаться волнительно, а для некоторых страшно, но не страшнее, чем последствия от ковида. Желания во второй раз испытать все прелести карантинной жизни нет, поэтому она в числе прививающихся. Дальше дышать не могла. Конечно, я в больнице была, я иктаяться, сикириш, сайца лечение, луриш хауж лечение ешь. Но сенюх цахалит, сенюх махтух тежесу, тихч дикабы, шик хажибес, они аж тем более в дуахкиды, буахнах, вообще дик хажбеш. За весь период вакцинации в Карабулакской поликлинике прививку от ковид сделали 10 853 человека, из которых второй компонент препарата получили 10 357. Прививка от коронавируса остается самым надежным способом обезопасить себя и близких от опасного заболевания. Побочные эффекты после введения вакцины тоже, конечно, имеют место быть. К ним относятся это повышение температуры, недомогание. То есть признаки простуды. Люди, которые получили вакцинацию, переносят коронавирусную инфекцию в разы легче, нежели те, кто не вакцинировался. 100% нас вакцина не оберегает, но мы можем перенести заболевание в очень легкой форме, даже просто не почувствовав ее. Лучшая защита – это вакцинация. Врачи вновь и вновь повторяют. Только коллективный иммунитет сможет победить пандемию. Тамара Хшагульгова, Акрамат Тасхоев, Новости 24.